Уважаемые коллеги, давайте мы начнем нашу работу. Мы сегодня с вами проводим методическое мероприятие, на котором будем освещать вопросы подготовки к основному государственному экзамену и к единому государственному экзамену по литературе. Мы с вами нашу встречу назовем «Дифференцированная подготовка», и эта дифференциация будет связана вот как раз с тем, с какими типами заданий встречаются дети и какие нюансы в подготовке теоретической и в подготовке практической нам нужно учитывать тогда, когда мы работаем с учениками 9 классов и тогда, когда работаем с учащимися 11 классов. Но вот как раз сейчас, это конец третьей четверти, середина третьей четверти, мы с вами можем объединить свои усилия, вот особенно если у нас есть, например, в этом году и 9 класс, и 11 класс. Вот давайте мы с вами попробуем сегодня посмотреть на задания, которые предлагаются в обновленных вариантах контрольных измерительных материалов по литературе для выпускников 9 и 11 класса, вот как раз сквозь призму единства этих заданий. Итак, уважаемые коллеги, конечно, вы знакомы уже с демонстрационными вариантами, и поэтому мы сегодня будем говорить о преемственности этих демонстрационных вариантов. И будем говорить, а уместно ли в 11 классе использовать варианты 9 класса? Уместно ли вообще эти типы заданий, например, применять на уроках литературы? Я имею в виду, конечно, не тренинги, а вот сами типы заданий. Разумеется, мы с вами обсудим трудные темы подготовки к государственной итоговой аттестации по литературе. Ну и попробуем соотнести сами типы заданий с планируемыми результатами. Уважаемые коллеги, еще раз всех приветствую. Я вижу, что многие из вас поприветствовали друг друга в чате и отметили, из каких вы образовательных организаций. Это, конечно, очень приятно. Поэтому, если у вас есть такая возможность, то тоже отметьте. Итак, уважаемые коллеги, приступим к рассмотрению тех вопросов, которые будут раскрыты на сегодняшнем вебинаре. Итак, на основном государственном экзамене по литературе учащимся предлагают задания, связанные непосредственно с анализом произведения. То есть, в отличие от контрольных измерительных материалов, которые используются в 11 классе, у учащихся в 9 классе нет блока, который связан с теорией литературы и, собственно, с содержанием литературного произведения, которое воспроизводится не в форме развернутого ответа, а вот в форме кратких ответов. То есть, такого блока у учащихся в 9 классе нет. И вот в этом ценность основного государственного экзамена. То есть мы с вами видим, как дети интерпретируют произведение в заданном ключе, оценивают героев в заданном ключе с помощью развернутых ответов. Вот уникальность этого основного государственного экзамена по литературе, мне кажется, не очень хорошо пока используется в наших школах в рамках промежуточной итоговой аттестации. У нас в каждом классе, в 5, 6, 7, 8, вот еще не доходя до выпускных классов, есть промежуточная итоговая аттестация. И вот как раз эту-то аттестацию и можно соотнести с развернутыми ответами. Да, разумеется, учащийся в 6 классе или в 7 классе пока не может провести полный анализ лирического произведения, как это, например, нужно делать в 9 классе. Но элементы этого анализа пошагово мы с вами можем уже предлагать, потому что блок лирических произведений разных тем, он изучается, конечно, на всем уровне основного общего образования и на уровне среднего общего образования. И вот поэтому первая такая рекомендация – пересмотреть контрольные измерительные материалы в 9 и в 11 классах по литературе с точки зрения того, как они могли бы применяться в рамках промежуточной итоговой аттестации. Итак, что же нам нужно сейчас с детьми актуализировать, с учащимися 9 классов, чтобы они успешно справились с экзаменационной работой? Во-первых, конечно, нужно актуализировать план анализа фрагмента эпического и драматического произведения. Это вот как раз задание 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2. Мы с вами знаем, что в методике литературы существуют общие подходы, общие принципы анализа эпизода литературного произведения. И вот как раз, чтобы ребята справлялись с теми заданиями, которые у меня обозначены на слайде с левой стороны, нам и нужно актуализировать эти планы.
Мы с вами знаем, что эти планы были очень актуальны тогда, когда дети писали сочинения в 11 классе не в формате итогового, а вот в формате открытых тем, которые публиковались в том числе и в газете «Комсомольская правда». И вот некоторые темы как раз были посвящены анализу эпизода. Поэтому очень советую вам обратиться к материалам, которые накоплены издательским домом 1 сентября. Это газета и журнал «Литература». Вот как раз в 2007-2008 годах, в 2014-2015 годах было очень много публикаций, связанных как раз с особенностями анализа эпизода. Итак, для того, чтобы сейчас актуализировать навыки учащихся, нам нужно как раз обратить их внимание на то, что мы не только читаем вопрос, предложенный в задании 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2, но мы еще и помним о том, что мы опираемся на костяк, на алгоритм анализа эпизода. То есть мы должны удерживать в своем сознании и место действия эпизода, то есть его и хронологические, и территориальные рамки, время действия эпизода, так называемый хронотоп в литературном произведении. Мы должны представлять систему образов, которая в этом фрагменте, в этом эпизоде актуальна для его анализа. И, конечно, мы должны понимать, а какое место во всем произведении занимает именно этот эпизод. Вот эти смысловые связи очень важны. И тогда, когда ребенок в голове удерживает алгоритм анализа эпизода и потом воспроизводит его непосредственно в рамках основного государственного экзамена по литературе, конечно, эксперты это всегда видят. И они понимают, что учащийся не просто работает по заданию, он работает с эпизодом, и он осознает функцию этого эпизода в литературном произведении, видит эти неслучайные логические связи. Вот на это бы хотела обратить внимание в первую очередь, говоря о заданиях основного государственного экзамена по русскому языку. Обратимся к заданиям 3.1, 3.2 и задание 4 у нас с вами есть в рамках основного государственного экзамена по литературе. Извините, оговорилась, сказала по русскому языку. Конечно, по литературе. Задания 3.1 и 3.2 ориентируют на анализ лирического произведения. Конечно, аспект анализа, направление анализа заданы, сформулированы, но при этом мы с вами знаем, что те дети, которые к 9 классу уже удерживают в голове, в своих мыслях, удерживают план, алгоритм анализа лирического произведения, эти дети справляются легче с этими заданиями, потому что они понимают, что и эпическое, и драматическое, и лирическое произведение представляют из себя единство содержания и формы. И тогда, когда ребенок размышляет в задании 3.1, допустим, о том, как раскрыта вот в этом лирическом произведении тема природы, он понимает о том, что он не только образы или детали должен перечислить, он должен обратить внимание на те средства, на те ресурсы языка, которые использовал автор. Более того, он должен еще и понимать, как между собой связаны, собственно, метафоры и эпитеты, как между собой связаны, например, олицетворение и сравнение, потому что эти средства, изобразительно-выразительные средства, эти художественные средства, они, конечно, используются автором в тексте в единстве. И вот это единство и помогает создавать вот такие запоминающиеся образы. Опять же, если мы обращаемся к полному анализу лирического произведения, мы с вами понимаем, что да, напрямую, конечно, не нужно ребенку определять, например, особенности рифмы вот в этом задании, или особенности размера, но в то же время, когда дети обращают внимание на рифмующиеся слова, и находят между этими рифмующимися словами неслучайные связи, не случайно же они рифмуются в произведении, то это тоже помогает проникнуть в смысл произведения. Итак, уважаемые коллеги, вот вы уже накопили вместе со своими учениками достаточно большой материал теоретический и материал фактический, который связан непосредственно, например, с творческой биографией авторов, с периодами их творчества. Вот этот материал по-другому ребята увидят, по-другому пересмотрят, если сейчас мы обратим их внимание, собственно, на планы анализа произведений.
Ну и, наконец, задание четвертое тем более требует составления плана анализа. С одной стороны, дети знают, в каком ключе сопоставлять произведения, но с другой стороны, иногда забывают, что сопоставлять-то нужно не только, допустим, пафос произведений, да, не только, допустим, состояние лирического героя или состояние природы, которая представлена, не только тематику, например, но еще и нужно понять, а за счет чего мы будем выявлять общее и различия. И, конечно, мы обратимся к жанру произведения, собственно, к тому, к чему относится это лирическое произведение, то есть это философская лирика, любовная лирика, пейзажная или гражданская, или пейзажно-любовная лирика. Вот как раз эти акценты, которые есть, собственно, в полном анализе лирического произведения, позволят детям, ну, например, либо дать вступление, либо сделать вывод. И вот как раз, конечно, такие работы, осмысленные, осознанные работы, очень отличаются. Они сразу видны экспертам точнее говоря, не а в рамках проверки работ участников основного государственного экзамена по литературе. Ну и, наконец, задание пятое – это сочинение, которое в первую очередь нужно осознавать как анализ литературного произведения. То есть это не просто рассуждение по какому-то тезису. Тезис, главное утверждение в этом сочинении, должен давать оценку в том ключе, которое задано в теме. Вот очень часто бывает, что ребенок уходит от темы, потому что он начинает размышлять не о литературном произведении, начинает анализировать не собственно литературное произведение, сколько начинает анализировать свои мысли по поводу произошедшего. А вот особенность задания 5 и особенность задания 12 на ЕГЭ по русскому, на ЕГЭ по литературе, это вот как раз необходимость проведения многоаспектного анализа литературного произведения. Но для того, чтобы дети приучились к этому анализу, конечно, важно показывать им образцы работ, разумеется. Но очень важно обратить их внимание на литературно-критические статьи. Вот как раз эти аналитические статьи, они помогут детям понять, а что значит анализировать произведение. То есть не свои мысли перечислять по поводу, например, поступков героя, а анализировать, оценивать, например, с точки зрения нравственности, с точки зрения этики, с точки зрения тех проблем, которые подняты в этом произведении, особенностей тематики, которые интересуют автора. Может быть, даже с точки зрения того творческого мира, автора, да, писателя или поэта, или драматурга, который мы изучили на уровне 9 класса или на уровне 11 класса. Итак, говоря об основном государственном экзамене по литературе, мы с вами должны понимать, что сейчас весь багаж, который дети накопили, необходимо еще и попробовать разложить вот при помощи тех алгоритмов, планов, которые я уже и называла. Если мы говорим о едином государственном экзамене по литературе, то здесь, конечно, есть дифференциация и в заданиях тоже. Но вот мы с вами понимаем, что задания 1.4 и задания 7.9, они ориентируют учащихся на то, чтобы они поработали с понятиями литературоведческими, то есть восстановили те пропуски, которые им будут даны, например, в задании 1, или дали краткий ответ по другим заданиям, и так или иначе показали, насколько они владеют этими понятиями. Опять же, вот вся та сумма понятий, с которыми дети работают в задании 1.4 и в задании 7.9, она тоже не случайна. Вообще составители контрольных измерительных материалов не абы какие понятия дают для осмысления. Дело в том, что именно эти ключевые понятия потом важны для анализа этого же фрагмента или этого же лирического произведения. Поэтому, когда вы готовитесь с детьми, посмотрите, пожалуйста, а что, собственно, упоминается. Только ли жанровые особенности или особенности литературного направления? Вот если упоминается и то, и другое, значит, при анализе этого фрагмента нужно учитывать, что это либо произведение, написанное в эпоху критического реализма, или это все-таки произведение, в котором есть признаки романтизма, или мы все-таки говорим о сентиментальном произведении. И вот тогда, когда ребята
видят эту первую часть и соотносят потом с развернутыми ответами, понимают, что эти ключевые понятия как раз и нужно использовать при анализе фрагмента, то, конечно, их ответы, во-первых, получаются объемно, а во-вторых, они содержательно отличаются. То есть дети уходят просто от констатации фактов о том, что в этом фрагменте представлено. Вместо констатации фактов они действительно начинают анализировать фрагмент вот с позиции особенностей его содержания и формы. Опять же, в заданиях 1.4 мы с вами знаем, что есть не только теория литературы, но есть еще и фактологический материал. И опять же, вот этот фактологический материал, ну, например, мы с вами знаем, что есть задание, связанное с судьбами героев, с их статусом в этом произведении, с местами действия, с поворотами сюжета, когда в 11 классе детям нужно соотнести, ну, допустим, имя, фамилию, прозвище героя и, например, то, что происходило с ним в эпилоге, да? Или, допустим, в следующем эпизоде, или в кульминации, или в финале произведения. И вот как раз иногда кажется, ну, для чего эти вот задания даны детям? А на самом деле, если соотнести с фрагментом, вот есть очень интересные смысловые связи. Это значит, эти же герои, может быть все, а может быть часть из них, очень важны для того, чтобы дальше этот фрагмент анализировать и приводить, может быть, подобные фрагменты из произведения. Поэтому вот обратите внимание на то, что тогда, когда дети работают вот с таким фактологическим материалом из всего произведения, из литературного произведения, им, конечно, нужно понять, а как тогда они сейчас будут этот материал использовать. Вот такой нюанс есть, да, связь такая между заданиями, собственно, с кратким ответом и с развернутым ответом. Но вот если мы с вами переходим к заданиям 5.1, 5.2, 10.1, 10.2, мы с вами, конечно, понимаем, что направление анализа этого фрагмента задано. Но опять же, как и в 9 классе, если дети при этом будут опираться на полный план, полный алгоритм анализа эпизода или лирического произведения, то, конечно, их работы будут более глубокими. При этом нужно помнить о том, что задание 5.2 в формате 2022 года в 11 классе предполагает работу, прошу прощения за повтор, с точки зрения критика или, например, с точки зрения писателя. Ну вот, например, к первому сну Родиона Раскольникова есть задание в формате единого государственного экзамена, а вот слова к этому заданию, часть цитаты, приведены Ремезова. И мы с вами, конечно, понимаем, что дети не знают, кто это. Объять необъятное в рамках 11 класса, ну, конечно, невозможно. Вот их задача работать с цитатой, выделять в той цитате, в том мнении, в той оценке, которая вот приведена в задании, вот выделять ключевые, опять же, понятия. И вот в частности у Ремезова есть высказывание, которое посвящено этому первому сну Раскольникова, но не ему, вот, собственно, да, сну Раскольникова, а снам в литературных произведениях вообще. И вот как раз детям в измененном формате достаточно привести хотя бы одно произведение, где они тоже не только видят сон героя, но еще и понимают функцию этого сна. Мы же понимаем с вами, что это часть литературного произведения, композиционная часть, хотя и вставная, и поэтому с этой частью композиции нужно работать. Получается, что и теория литературы здесь задействована, и, собственно, знание фактического материала тоже задействовано. И вот в этом задании, в задании 5.1, 5.2, вот как раз и соединяются все части экзаменационного материала. Ну и мы с вами знаем, конечно, что задание 6 и задание 11 тоже ориентируют детей на сопоставительный анализ произведения. И опять же, да, вот в рамках 9 класса у нас есть сопоставительный анализ лирических произведений. А вот в рамках 11 класса у нас есть сопоставительный анализ произведений эпических и драматических. И мы с вами понимаем, как тяжело такой план составить.
И поэтому, если вместе с детьми на обобщающей консультации вы к такому плану придете, обсудите его с разных сторон, то этот план тоже будет детям помогать. Это не означает, коллеги, что дети будут по этому плану целиком проводить анализ сопоставительных произведений. Нет, у них будет задано направление. Но при этом в выводах дети могут говорить и о другой общности или о других различиях, которые им тоже стали понятны. Это не будет лишним, потому что это будет как раз и помогать им объединять не только фрагменты, но и в целом говорить о замысле автора. Ну, давайте мы с вами обратимся и к другим рекомендациям по подготовке к государственной итоговой аттестации по литературе. Ну вот посмотрите, если сейчас мы соединим все виды анализа, вот еще раз вернусь, да, на предыдущий слайд, посмотрите, сколько разных видов анализа, да, нужно актуализировать у учащихся. И вот если мы с вами вернемся теперь к этим видам анализа, мы понимаем, что, конечно, не так вот много часов, да, у нас литературы, чтобы готовить детей к государственной итоговой аттестации, тем не менее, вот нужно найти время, чтобы поработать не только с типовыми заданиями, которые у нас есть в рамках ОГЭ по литературе и ЕГЭ по литературе, но еще и обратиться вот к этим специфическим заданиям, которые у нас есть в методике. То есть дать детям возможность эти фрагменты анализировать целостно. То есть, допустим, мы разобрали теоретическую часть, да, задания 1.4, а потом не давайте пока то задание, которое есть в открытом банке ФИПИ или, например, на сайте Дмитрия Гущина «Сдам-ГИ», а предложите детям, может быть, даже сначала вместе, может быть, даже, ну, например, в формате круглого стола, да, обмена мнениями, проанализировать целостно этот фрагмент, постараться понять его как особенную часть, выделенную из конкретного произведения. Точно так же можно поработать и с другими видами анализов. Ну и вот посмотрите, тогда, когда дети как раз эти разные виды анализа выполняют на уроках, на консультациях, на обобщающих занятиях, то, конечно, они больше готовы, собственно, к сочинению, к чему мы с вами их и ведем, потому что мы с вами понимаем, что за этот развернутый ответ дети получают хорошее количество баллов. Не хотелось бы, конечно, подготовку сводить к этому, но и об этом мы тоже помним. Итак, уважаемые коллеги, какие же виды умений нужно детям проявить для того, чтобы справляться с заданиями контрольных измерительных материалов? На мой взгляд, один из самых важных видов деятельности – это чтение. Причем чтение с учетом задания. По сути, учащемуся нужно соотнести те фрагменты, которые ему даны, и те лирические произведения, которые ему даны, с формулировкой задания. И для себя простроить такую инструкцию, что сейчас мне необходимо из фрагмента или из целого лирического произведения извлечь, какую концептуальную и подтекстовую информацию для того, чтобы потом, по сути, представить свой развернутый ответ. Очень часто бывает, что дети читают только саму формулировку задания, а вот с эпизодом работают поверхностно. Вот в этом случае можно сами эпизоды и лирические произведения распечатывать с одной стороны листа, допустим, с правой стороны листа, а рядом, с левой стороны, оставлять место для того, чтобы дети делали записи. Итак, вот сейчас к тому заданию, которое мы выполняем, что можно было бы привести в пример, что может стать аргументом, каким образом я буду сейчас интерпретировать, что в этом примере передано автором. Действительно ли этот пример о чести? Об этом ли я сейчас вижу пример из фрагмента? Я такой условный сейчас привела пример, конечно. Итак, на мой взгляд, чтение очень важно перед выполнением задания. То есть сначала мы читаем фрагмент и соотносим с заданием. Дальше, конечно, необходимо анализировать текст с точки зрения идеи, которая заложена автором, с точки зрения сюжетообразующих элементов, с точки зрения того, какой ход развития сюжета выбран автором, даже в рамках этого фрагмента. Да, конечно, есть сюжет целого произведения, но у нас есть эпизоды, которые так или иначе развивают этот сюжет. Разумеется, во фрагменте
если мы говорим об эпическом или драматическом произведении, разумеется, во фрагменте есть черты, которые особенно выделены автором. То есть, по сути, любой эпизод литературного произведения мы можем с вами расценивать как эпизод, в котором раскрывается личность героя. Вот с этой позиции тоже нужно посмотреть на эпизоды. Я чуть позже вам покажу детские работы для того, чтобы вы посмотрели, насколько дети справляются с этим осознанием, да, с этим аспектом анализа, или же испытывают трудности. Ну и, наконец, еще очень важный нюанс. По сути, мы читатели. По отношению к тексту, который нам дан, мы читатели, мы не критики. И, разумеется, текст на нас воздействует. И вот как раз во вступлении, особенно к сочинению, потому что к мини-развернутому ответу бывает, что, разумеется, нет времени, чтобы построить вступление. Но вот к сочинению во вступлении и в выводе, вот мы собственным впечатлением и собственным отношением как раз и можем поделиться. Это вот эстетическое воздействие текста на нас. Конечно, еще один вид деятельности, о котором нужно говорить с ребятами, это, собственно, письмо. Очень часто бывает, что эксперты сокрушаются. Идет проверка экзаменационных работ, и видно, что мысль ребенка бьется, она развивается. И тем не менее, по всей видимости, либо навыка нет, ну, может быть, и не успевал выпускник, сам ответ развернутый и сочинение не проверены. И поэтому получается, конечно, что ребенок теряет баллы, собственно, из-за уже оформления своего письменного ответа. Вот на это сейчас, в конце третьей четверти и в четвертой четверти, вот как раз и нужно обратить внимание для того, чтобы у учащихся была возможность вот прямо на консультации или на обобщающем занятии остановиться, проверить свою работу и задать вопросы. Мы же с вами прекрасно понимаем, что ребенок не в силах найти все ошибки, да и не должен. Для этого есть учитель. И вот как раз детям нужно дать возможность задать вопросы. Ну вот примерно вопросы моих, например, учащихся звучат так. А как это можно заменить? И мы, разумеется, начинаем работать со словарем синонимов, в том числе и с теми словариками, которые ведем непосредственно в классе. И, например, эти словарики о том, как можно анализировать состояние лирического героя, например. И вот как раз эти вопросы, они помогают детям понять, что они сейчас действительно корректируют свою работу. А в следующий раз, когда они тоже обратятся уже к этому своему найденному словосочетанию или приобретенному обороту, им, конечно, будет легче. Итак, уважаемые коллеги, это если вот говорить о планируемых результатах. А теперь давайте мы с вами посмотрим на общие подходы к организации подготовки учащихся. Итак, сейчас уже во втором полугодии учебного года мы, конечно, еще раз должны обратиться, чтобы обобщать материал вот с точки зрения каких позиций. Конечно, не всегда и не везде уместно в кратких развернутых ответах использовать сведения из творческой биографии. Но это очень нужно тогда, когда дети переходят к сочинению. Очень часто дети трактуют произведение, не учитывая этапы творчества поэта. Особенно это не очень корректно тогда, когда мы говорим с вами о лирических произведениях, например, и понимаем, что часть лирических произведений Александром Сергеевичем Пушкиным написаны во время ссылок. Южные ссылки и ссылки в Михайловское. Вот тогда, когда дети не учитывают эти нюансы, то получается, что его гражданскую лирику и его романтические поэмы, они трактуют очень вольно, то есть без учета особенностей творческого пути. Поэтому, конечно, в рамках подготовки к сочинению можно использовать такие, например, работы. Мы можем корректировать фактические ошибки. Я очень часто беру готовые сочинения, например, с какого-то сайта. Я этот сайт называю, говорю о том, что я ему не доверяю, потому что я нашла фактические ошибки. Можно такой прием использовать для обобщения творческих биографий. Можно использовать прием восстановительных диктантов, то есть тогда, когда часть биографии, мы же не всю биографию берем, вот часть биографии
которое актуально для этой темы сочинения или для этого конкретного произведения или для фрагмента произведения. Вот часть биографии мы с вами можем дать с пропусками. Конечно, много пропусков делать не нужно. Нам нужны акценты, то есть что в этот период с автором происходило. Может быть, действительно какие-то серьезные повороты судьбы, его судьбы автора, повлияли на выбор темы и на создание образов героя. Вот с этой точки зрения творческие биографии необходимо просмотреть. Ну, есть еще такой прием, как интервьюирование. Он больше подходит тогда, когда дети только начинают, например, знакомиться с полной биографией, ну, условно, Льва Николаевича Толстого. Я могла бы назвать любого автора сейчас. И, например, в формате перевернутого класса, то есть смешанного обучения, мы с вами даем такое задание на дом в качестве домашней работы, чтобы они, например, по учебнику прочитали биографию автора, а потом уже, собственно, на уроке придумали интересные вопросы, которые можно было бы задать непосредственно автору. И, разумеется, ответы прозвучат на уроке, но только нужно, чтобы вопросы эти были очень корректными. То есть учитель может отредактировать вопросы и уточнить, это ли имел ученик в виду. Ну вот, например, если вспоминать биографию Николая Семеновича Лескова, то мы с вами знаем, что в 16 лет он поступил на службу в палату уголовного суда, где служил его отец, 3 года там проработал. И мы с вами знаем, что потом вот накопленный материал, конечно, Лесков использовал в произведениях, опирался на эти житейские ситуации. И вот как раз мог бы возникнуть вопрос в интервью. А что, собственно говоря, запомнил Николай Семенович Лесков? И этот вопрос будет, знаете, брошенный вперед, потому что никто не сможет ответить на этот вопрос. Произведения это еще не изучены. Вот такой вариантик задания мог бы быть. А мы с вами посмотрим еще на один очень важный теоретический блок. Это историко-литературный контекст. Мы с вами понимаем, что при анализе любого литературного произведения нам нужно учитывать историко-литературный контекст. И вот в этой связи очень будут полезны сравнительные анализы, например, произведений, которые схожи по тематике, но, например, созданы в разные периоды, даже в разные эпохи. Достаточно сложное задание, но я знаю, что очень многие учителя его используют при подготовке к итоговому сочинению и сравнивают, допустим, образы маленького человека в произведениях Александра Сергеевича Пушкина, Николая Васильевича Гоголя и даже в произведениях Федора Михайловича Достоевского. Мы с вами знаем, что отношения авторов к маленьким людям в этих произведениях разные. Да, это одна эпоха, это 19 век, но тем не менее отношение к этому образу менялось. Менялось в искусстве, менялось в литературе. Разумеется, еще один блок, который нужно повторять, это, собственно, понятийный аппарат. И этот понятийный аппарат условно можно отнести к содержанию произведения: замысел, тема, идея, проблема, хронотоп, система образов, характеристика героев, средства их создания, средства выражения авторской позиции и художественная форма. Собственно, композиция, фабула, сюжет, жанр, изобразительные средства, литературное направление, ну и так далее. Уважаемые коллеги, мы с вами понимаем, что затруднения детей мы можем уточнить при помощи, собственно говоря, спецификации, которые у нас есть в контрольных измерительных материалах, в демонстрационном варианте. Мы можем с вами эту спецификацию распечатать, дать детям сейчас, третьей четверти, и попросить их отметить те понятия, которые вызывают затруднения. И тогда на основе уже этих затруднений мы можем с вами построить другие обобщающие занятия и другие консультации. То есть перед тем, как их вообще проводить, нужно бы уточнить, в чем дети уже уверены, и в чем еще очень сомневаются. Это будет важно и для 9 класса, потому что ему нужно в развернутых ответах использовать терминологию. И, конечно, важно будет и для 11 класса, и для выполнения отдельных заданий, и для написания развернутых сочинений, извините, развернутых ответов и сочинения. Уважаемые коллеги, продолжим. А вот сейчас мы с вами обратимся к примерам детских работ. И давайте мы с вами обсудим вот на основе этих примеров, каким образом еще можно организовать работу с литературными произведениями. Ну вот в данном случае это пример привлечения текста.
Мы же ведь с вами знаем, что учащимся для того, чтобы набрать необходимое количество баллов, нужно привлекать текст, при этом не искажать авторский замысел. Итак, посмотрите, пожалуйста, на задание. Это задание в формате основного государственного экзамена по литературе. Почему дуэль Печорина и Грушницкого оказалась неизбежной? Каждое слово в этом задании, формулировке, разбираем. Вопросительное слово «почему» наталкивает нас на то, что здесь нужно будет перечислить причины. Вот те учащиеся, которые очень хорошо научились работать с ключевыми вопросительными словами, осознают, что вопрос «как» в формулировке задания на государственную итоговую аттестацию по литературе предполагает работу со средствами. Например, как создан образ. И это работа со средствами. Вопрос «почему» – это работа с причинами. Идем дальше. Следующее слово «дуэль». Подбираем синонимы. И вот работая с синонимами, осознаем, что дуэль – это способ разрешения конфликта. Конфликт уже накалился, и поэтому единственный способ разрешения его – это дуэль. Дальше работаем тоже с образами героев. Не случайно ведь здесь в названии, не в названии, а в формулировке вопроса, они указаны, названы. Печорин – это тип лишнего человека, а это значит, что это дуэль, которая вот как раз по отношению к лишнему человеку и будет значима. Это получается, что лишние люди в культуре XIX века представлены так, что они не могут по-другому разрешать конфликты. То есть они только с помощью дуэли разрешают конфликты. Другой способ коммуникации, вы так сейчас сказали, да, в современности, им недоступен, неизвестен. Если мы посмотрим на Грушницкого, мы ведь с вами знаем, что в романе это двойник, поэтому по-другому, если мы читаем сейчас вопрос, причины такого способа разрешения конфликта между лишним человеком и двойником, его двойником. Ну, давайте посмотрим, да, как сейчас вот ответ построил ребенок. Печорин уверен в себе, рассудителен, эгоистичен, беспощадно язвителен, иногда сверх меры. Ребенок решил сначала в ответе, в развернутом ответе, представить героя. Имеет на это право, давайте посмотрим. При этом он видит Грушницкого насквозь и смеется над ним. А тот, в свою очередь, слишком экзальтирован, многословен. Григорий Печорин действительно переживает чувство глубокого разочарования в жизни, которое для юнкера лишь поза. Грушницкий насквозь фальшивка. Фальши, неискренности Печорин не выносит. Вот когда мы читаем в первый раз этот ответ, да, я его еще не дочитала, конечно, коллеги, надеюсь, что вы прочитали его целиком. Вот нам кажется, что ответ не о том, что ребенок просто дает характеристику Печорину и Грушницкому. На это, между прочим, наталкивает и сама конструкция вопроса Печорин и Грушницкий. Но заметим, что при этом с этой характеристикой, да еще и сопоставительной, ребенок ведь справляется. Видите, полюса Печорин, Грушницкий, Печорин, Грушницкий. Пока не будем ставить никаких баллов и критиковать не будем, посмотрим дальше. Итак, раздраженный Печорин желает досадить бывшему сослуживцу, влюбляет в себя княжну Мэри, предмет нежной страсти Грушницкого, делает это исключительно из желания развеять скуку и досадить Грушницкому, так как Мэри он не любит. Уважаемые коллеги, заметим, что ребенок не только справляется с характеристикой героев, да, он еще и хорошо приводит эпизоды. Посмотрите, как. Это мини-пересказики, при этом с оценкой. Не просто влюбляет, а почему? Давайте посмотрим, как завершается этот ответ. Событие развивается так, как этого хочет Григорий. И тогда Мэри влюбляется в него, забыв о юнкере. Грушницкий, обуреваемый ревностью и негодованием, вдруг открывается нам совсем с другой стороны, оказываясь не таким уж безобидным. Комедия, задуманная Печориным, превращается в трагедию. Конечно, мы с вами здесь не видим слова «причина», мы с вами даже не видим слова «дуэль». Ребенок готов, он готов размышлять о литературном произведении, но пока вот эти ключевые узелочки по отношению к вопросу, который сформулирован, у него не получаются.
Поэтому, конечно, эту работу можно оценить на достаточно низкие баллы. И с текстом поработал ребенок, и понимает отношения между героями, но тем не менее не обобщает, не говорит о том, что же стало причинами. Ну, например, конечно, глубокая причина – это, собственно, сущность Печорина и его личность. Но при этом нужно понимать, что и личность Грушницкого тоже стала причиной дуэли. Конечно, причины дуэли кроются в поведении и Грушницкого, и Печорина. И, конечно, глубокие причины еще и кроются в отношении к жизни и в отношении к окружающим, собственно, и самого Печорина, и Грушницкого. То есть здесь причины есть и с той, и с другой стороны. Итак, уважаемые коллеги, вот этот вот пример, конечно, нужно еще отредактировать, скорректировать, для того, чтобы здесь хотя бы в завершении ответа, конечно, хотелось бы и в начале ответа, но все-таки прозвучало слово «причины», и те примеры, которые замечательно приведены в этом развернутом ответе, они бы были все-таки объединены, обобщены. Вот пока, конечно, ученику нужно много поработать с этим ответом. Давайте дальше. Посмотрим еще один примерчик вопроса. Это вот как раз работа уже не с примерами, а с заданием. Итак, задание звучит так. Какие свойства натуры проявились в монологе Чичикова? Работаем с вопросом. Ключевые слова здесь какие? То есть нам нужно назвать эти черты. Ключевое, конечно, свойство натуры, но очень важно. Вот это нельзя потерять, потому что если дети другие ключевые слова в формулировке вопроса, к сожалению, не замечают, то они начинают говорить о каком фрагменте, не только не об этом. А перед нами монолог Чичикова. Значит, нужно поработать именно с монологом. Итак, мы с вами обозначаем ключевые понятия и начинаем к ним задавать вопросы. Свойства натуры. В принципе, какие свойства мы можем назвать? Дальше. В какие моменты эти свойства чаще всего проявляются? Какой момент запечатлен герой? И здесь важно, чтобы дети понимали, а после чего это и перед чем произошло, чтобы цепочку восстановили. Ну и, наконец, какова же роль именно этого монолога? По сути, если попробовать перевести, то есть подобрать синонимичный вопрос, у нас получается, что нового в образе героя раскрывает этот эпизод. То есть, по сути, мы так можем с вами переформулировать вопросы. И это тоже будет очень правильно. Ну, давайте посмотрим мы с вами на пример работы ученика. В монологе Чичикова, и тут ребенок сразу работает с формулировкой вопроса, и это, конечно, помогает и эксперту сконцентрироваться. Итак, в монологе Чичикова проявились такие черты, как наблюдательность, умение разбираться в людях, знание человеческой психологии. Это вот как раз монолог, который произошел на дороге, когда вот лошади не разъехались, коллеги. Например, он подметил, что девушка может быть выпускница пансиона или института, что в ней еще нет ничего бабьего, но не пройдет и года, как откуда-то возьмется и надутость, и чопорность, и будет она ломать голову, с кем и как, и сколько нужно сказать. Посмотрите, как введены примеры из текста. Мы с вами видим цитирование, но это цитирование усеченное, то есть у нас не полные цитаты, но при этом они приведены очень правильно. И посмотрите, как пример доказывает предыдущую мысль. Мысль-то наблюдательность и умение разбираться в людях. И вот сейчас как раз мы видим, что эта мысль при помощи примера доказана. Ученик подвел нас к этому примеру, и вот теперь действительно эти цитаты, эти примеры уместны. Кроме того, в монологе выражено еще одно свойство натуры – это корысть. В любой ситуации он ищет выгоду для себя, невзирая на морально-этическую сторону. Но вот здесь ребенок употребляет слово «мероприятие», но мы понимаем, что нужно заменить, да, быстро так, конечно, не придет в голову, может быть, слово, но здесь есть речевая шероховатость. Вот он размышляет, да, прибавить еще тысячонок 10 приданого, из нее выйдет лакомый кусочек. Получается, что герой смотрит на девушку как на средство, с помощью которого можно обогатиться. И посмотрите, вот оно обобщение. Из монолога видно, что Чичиков не глупый, наблюдательный, но нечестный и не очень-то и порядочный человек.
Вот такой пример работы, и мы с вами понимаем, что ребенок очень четко определил план ответа, да? Он вот как раз свой ответ построил с помощью вот этих вот вопросов и четко по этим вопросам идет. Какие свойства, в какой момент, какова роль этого монолога. А мы с вами, собственно говоря, личность Чичикова еще раз и увидели. Хотя вроде бы уже встреч было много, мы и так уже знаем, что Чичиков непорядочный и нечестный, но вот эта встреча, она такая тоже значимая, потому что перед ним наивная девушка. Давайте дальше продолжим. Еще посмотрите, пожалуйста. Итак, важно еще и обращать внимание на те задания, в которых ключевое понятие и сама формулировка вопроса предполагают работу с несколькими произведениями. И вот посмотрите на задание. В каком произведении отечественной или зарубежной литературы важную роль играет образ слуги? Вот ключевое понятие здесь, конечно, образ слуги. А вот теперь подсказки у нас нет, ведь поэтому нужно будет самим определить, как мы будем сопоставлять этих героев, вот по каким линиям сопоставлять. Вот, конечно, в этом случае план сопоставительного анализа детям бы очень помогал. Итак, что можно сопоставлять? Жизненные установки, образ мышления, черты характера. И вот в кавычках здесь у меня отмечено, собственно, пользу для хозяина, коли это слуга. И вот эти линии сопоставления, они помогают сориентироваться в плане. То есть у нас появляется такой небольшой план ответа на этот вопрос. Вот заметьте, коллеги, да, одно дело, когда мы пишем план для сочинения, объемного сочинения, и другое дело, когда мы с вами составляем план даже для мини-ответа. Это очень важно, это дисциплинирует ученика и позволяет ему не волноваться и не отходить от вопроса. План, по сути, обозначает рамки, по которым мы с вами двигаемся. Вот сейчас по этому вопросу рамки сопоставления. Ну, давайте мы с вами посмотрим. Итак, вопрос тот же, вы его видите. И вот теперь перед вами работа детская. Итак, образ слуги, играющего значительную роль, мы можем найти в романе Пушкина «Капитанская дочка». Савельич, слуга Петруши, человек глубоко преданный. Он свято хранит понятие чести дворового человека. Родителям Петруши Савельичу было верено беречь молодого барина и защищать в случае необходимости. И он это делает самозабвенно, но не позволяя тратить Гриневу деньги на карточную игру, отказывается отдавать шубу провожатому, который вывел их из метели. Таким образом, он защищает имущество барина. Посмотрите, как построен этот фрагмент. У нас с вами есть мини-тезис о Савельиче, потом есть примеры из текста и есть мини-вывод. И это грамотное построение, по сути, мы с вами видим мини-рассуждение. Тезис, примеры, мини-вывод. Ну и дальше посмотрите, пожалуйста, теперь уже пример о Захаре. Захар – персонаж, глубоко преданный Обломову. Гончаров пишет, как Захар, похваляясь перед слугами, выделяет своего барина, приписывая ему лучшие качества. А автор отмечает, что ради Обломова Захар пошел бы даже на смерть. Но вот самые простые обязанности – убирать комнату, приготовить обед – Захар брать на себя не хочет. И в этом смысле он, как Савельич, отражение своего хозяина. Ну вот Савельич – отражение чести, а вот Захар, мы с вами знаем, что это отражение апатии. Здесь есть фактически недочет небольшой, потому что ребенок не упоминает, что Захар, кроме всего прочего, еще ведь и не очень лестно отзывался о своем хозяине. Да? Мы же помним, что он привирал о хозяине. Но вот этот фактически недочет, конечно, тоже будет учитываться при выставлении баллов. Но тем не менее, вы видите, что ребенок в этом задании действительно сопоставил по отношению к хозяевам. Давайте мы с вами дальше продолжим и будем завершать нашу работу рекомендациями по поводу того, как еще можно обобщать очень большой материал. Ну вот, опять же, да, вернусь к предыдущему слайду. Вот мы с вами понимаем, что детям сейчас, 3-4 четверти, нужно обобщать несколько произведений сразу. И вот вы видите перед собой схемочку, вот в которой как раз есть обобщение по, например, типу того, какие, точнее говоря, герои представлены в произведениях. Ну, допустим, антиподы, лишние люди, маленькие люди,
типичные характеры, типичные образы или сугубо индивидуальные образы, или образы-мотивы, как, например, образ метели, образ пути, образ свечи в русской литературе. Конечно, можно собрать уже произведение, ну, собрать, конечно, очень грубо сказано, но тем не менее, вот по образам, например, природы, по использованию интерьерных зарисовок, по, например, тому, как созданы образы войны, допустим, или образы революционного времени. То есть такой подход тоже можно использовать для того, чтобы обобщать сейчас достаточно большой и теоретический, и фактический материал. Вот перед вами еще один пример. Мы можем с вами обобщить несколько произведений, но при этом размышлять только о времени. То есть, допустим, говорить о том, а в каких произведениях отображено историческое время, исторические события, в каких произведениях изображено время календарное и особую значимость, допустим, имеет весна. И в этом смысле очень интересно сопоставлять произведения, например, Лескова и Бунина. Неожиданно, но тем не менее. Уважаемые коллеги, конечно, мы с вами можем посмотреть на произведения, в которых акцентирует внимание автор на времени суток. То есть что-то происходит исключительно утром, а что-то происходит только в ночное время. И тоже неожиданные сопоставления появляются, и это такое эмоциональное запоминание. Не просто механическое записали, а эмоциональное запоминание. Конечно, мы можем с вами обратить внимание на произведения, где особую роль играет время биографическое, так называемое биографическое, то есть на произведения, в которых автор показывает этапы взросления человека. И в этом смысле не только трилогию «Детство, отрочество, юность» нужно упоминать у Льва Николаевича Толстого, но и роман «Война и мир» здесь тоже, конечно, следует упомянуть. Ну вот посмотрите еще на один примерчик. Это вот как раз пример работы с интерьером. И в драматических произведениях, и в лирических произведениях, хотя это неожиданно, мы с вами понимаем, что сюжетов в лирических произведениях не так много. Но, тем не менее, обращаясь к эпическим произведениям, мы должны вспомнить не только роман Достоевского, но еще и произведения Николая Васильевича Гоголя, потому что интерьерные зарисовки у этих авторов, у этих писателей играют огромную роль в раскрытии идеи авторского замысла в произведении. Смотрите еще на общие подходы. И вот перед вами обобщающие задания и обучающие задания. Ну вот об обучающих заданиях я сегодня уже говорила, эти задания должны опираться на планы анализа. А вот обобщающие задания – это те задания, которые как раз детям можно давать в рамках домашних заданий, чтобы они, например, могли выделить либо следование традициям романтическим, либо нарушение традиций, либо что-то общее в точках зрения критиков по отношению, например, к героям, или различия. Абсолютно уверена, что вы эти задания тоже применяете, но вот теперь посмотрите на эти задания с точки зрения того, чтобы, например, обобщить все, что изучено за первую половину XIX века. Достаточно объемное будет задание, но оно очень интересное, конечно. Говоря о ресурсах для подготовки, я, конечно, хочу напомнить вам о том, что у нас есть ресурс, который связан с открытым банком заданий ФИПИ, к нему нужно обращаться. И помните о том, что вы можете обращаться и к навигатору подготовки. Как раз в навигаторе подготовки можно найти в том числе и отсылки к заданиям по литературе. Безусловно, многие из вас используют урок в формате А4. Вот как раз в вкладке «Словарь», вкладке «Писатели», вкладки «Произведения» позволяют нам поработать не только с терминами, но с уже выверенными литературно-критическими статьями. То есть объем этих статей уже проверен, и он детям доступен. Ну и, кроме всего прочего, здесь биографии не содержат фактических ошибок. Большинство биографий не содержат фактических ошибок или разночтений, скажем так еще. Уважаемые коллеги, на этом мы с вами будем нашу работу завершать потихонечку. Я искренне желаю вам замечательной подготовки с вашими учащимися государственной итоговой аттестации. Уважаемые коллеги, мне будет очень полезно, вам будет очень полезно, если кто-то из вас, например, сейчас поделится в чате
мыслями по поводу того, какие еще, может быть, вы ресурсы используете. Можете, конечно, задать вопрос, если он у вас появился. И будет здорово, если вы порекомендуете еще какой-то ресурс. Уверена в том, что вы, конечно, работаете и с ресурсом Инессы Перовой. Может быть, и еще какие-то ресурсы. Уважаемые коллеги, я вас взаимно благодарю за внимание к этому вебинару. Мы с вами будем завершать работу. Всего доброго, коллеги. До свидания.